Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане пересмотрят законы о воинской службе. В Ашхабаде протестируют проект по раздельной сортировке отходов. В Туркменистане чествовали призеров международных соревнований и другие новости. В Туркменистане следует пересмотреть законы о статусе военнослужащих и о воинской обязанности и военной службе. Об этом заявил президент Сердар Бердымухамедов в ходе первого заседания Меджлиса Туркменистана 7-го созыва. В Ашхабаде запланировано осуществление пилотного проекта по раздельной сортировке отходов на территории общежития Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Данная инициатива будет осуществляться в рамках проекта ПРООН и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана. Пластиковые контейнеры и трехсекционные урны для сортировки отходов уже передали в пользование кафедре экологии факультета географии ТГУ. В Ашхабаде состоялась церемония чествования туркменских спортсменов, занявших в этом году призовые места на крупных международных соревнованиях. Спортсменам-победителям под бурные аплодисменты были вручены ценные подарки от имени и по поручению главы государства Сердара Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедова. В Туркменистане учредят юбилейную медаль в честь 300-летия выдающегося мыслителя и поэта-классика Махтумкули Фраги. Ранее в стране был создан оргкомитет по торжественному проведению празднования 300-летия Махтумкули и утвержден его состав. К предстоящему 2024 году юбилею выдающегося классика туркменской литературы запланирован ряд мероприятий. В частности, намечено создать специальный интернет-портал, посвященный жизни и творчеству знаменитого поэта XVIII века. Компания индийского миллиардера Гаутама Адани перестроит район Дхарави в центре Мумбаи из фильма «Миллионер из трущоб». По данным властей Мумбаи, реконструкция трущоб, где проживала семья главного героя Джамала Малика, обойдется более чем в 2,4 миллиарда долларов. Сложность проекта заключается в необходимости найти жилье для миллиона жителей Дхарави на время проведения работ. Состояние Гаутама Адани по версии Forbes оценивается в 44 миллиарда долларов. Однако местные жители боятся, что у миллиардера не хватит денег и проект затянется на долгие годы. Узбекистан Airways 26 апреля возобновляют полеты из Ташкента в столицу Индонезии Джакарту. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner каждую среду. Билеты из Ташкента стоят от $409 США в одну сторону. Самолеты Узбекистан Airways уже летали по этому маршруту, однако из-за пандемии COVID-19 перелеты пришлось приостановить. 22 апреля стартует предварительный раунд Кубка Туркменистана по футболу, в рамках которого Аркадак и Энергетик поборются за единственную путевку в основную стадию. Ответный матч состоится 2 мая. Победитель пары Аркадак-Энергетик в четвертьфинале сыграет против Копидага. Напомним, действующим обладателем Кубка Туркменистана является Ахал. Чемпионат Туркменистана по спортивной версии «Что, где, когда» сезона 2022-2023 состоится 7 мая. Турнир пройдет под эгидой Международной ассоциации интеллектуальных игр и по лицензии телекомпании «Игра ТВ». Вопросы для туркменских интеллектуалов подготовили знатоки из других стран. Зарегистрировать свою команду можно онлайн в специальной форме на сайте Туркменпортал. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.